Салем, достар! С вами Калымхан Серікқызы, и мы продолжаем наш онлайн-курс с темой глаголы. Эксперты говорят, что для изучения иностранного языка достаточно запомнить 100 глаголов, и вы можете спокойно изъясняться на том языке. Так ли это? Практика говорит, что да. Поэтому глаголы играют сверхважную роль в изучении языка. Как и в любом другом языке, глаголы бывают 3 видов – прошедшее, настоящее и будущее. Как образовать глагол в прошедшем времени, либо говорить о совершенных действиях. Например, «Мен бүгін үйдің жанынан қоян көрдім». «Мен кеше театрға бардым». Как вы заметили, убираем с глаголов букву «у», добавляем «дым-дым», «тым-тым». «Бардым», «алдым», «көрдім», «жүрдім», «айттым», «көрсеттім». С остальными глаголами можете познакомиться, посмотрев прикрепленные материалы. Хорошая новость для вас. Можете не учить будущее время, потому что оно абсолютно идентично с настоящим временем. Да-да, например, «Мен күнде балабақшаға барамын». Я каждый день хожу в садик. «Мен ертең балабақшаға барамын». Я завтра пойду в садик. Только вам нужно выбрать подходящее наречие времени. Для настоящего времени это могут быть слова «күнде», «күн сайын», «ешқашан», «әрқашан», «үнемі». А для будущего времени это слова «ертең», либо любое слово, если мы добавим перед этим «келесі». «Келесі жылы», «келесі айда», «келесі апта», «келесі күн». Салем, не істеп жатырсың, либо не істеватсың. Вопрос, без которого не обходится ни один разговор, либо ни один диалог. Переводится как «что ты делаешь?». Подразумевается настоящее время, момент речи. Чтобы указать на действие, которое происходит в момент речи, то есть прямо сейчас, мы применяем эту формулу. Глагол «ып-ып» плюс «жатырмын». Например, «Мен қазір сөйлеп жатырмын», «Мен қазір тамақ ішіп жатырмын», «Мен қазір сабақ оқып отырмын». Говоря о глаголах, наверное, самые часто используемые детьми слова «дай», «купи», «хочу». Как сказать о своем желании на казахском языке? Можно самым простым способом, используя слово «керек», то есть «нужно». «Маған ойыншық керек», «Маған тамақ ішу керек». Можно и по-другому, чуть-чуть посложнее, указав, что это наше желание. Образуем предложение вот таким образом. «Менің» плюс глагол без «у» плюс «ғым», «гім», «қым», «кім». Плюс глагол «келіп тұр», если чего-то хочется прямо сейчас. «Келеді», если чего-то хочется вообще. И «келді», если чего-то хотелось раньше.